Всем привет, с вами я, Вело Валера, и это 29-й день татарстанской кругосветки. Сегодня мы отправляемся в Булгар. Не забудьте поставить лайк, подписаться и написать комментарий, ведь мы разыграем 100 за комментарий. Погнали! В этот раз 100 уходит Хасбулату Алимагомедову. Хасбулат, напиши мне и получи свою 100. Все, вот мы на трассе. Зашел в Татнефть, съел 2 пирожка с картошкой, попил суперский чай с сиропом. Поверните направо. И теперь выезжаю на Булгарскую трассу. Степь, поля. Вот тоже как у нас в Казахстане. Новошишминский, Алькеевский получается. В этой части. Еще немного Черемшанский. Еду потихоньку. Не тороплюсь сегодня. Потому что цель конечную знаю. Знаю, что больше 100 там особо ехать не надо. Да, вот тут на границе районов ведется уборка Алькеевского и Спасского. Подъезжаю к Спасскому району. 42-й район из 43 в моем списке Татарстана. Ура, ура. А вот уже и Ямбухтина. Первое сельское поселение Спасского района. Жарковато как-то. Мотаков 25 километров. А это значит, отъехал от Мотак 25 километров. Звучит прикольно. Река Бездна. Я въезжаю в Никольское уже. Ну вот там церковь, кстати, надо заехать посмотреть. Песнопение, запах ладана тут. Прям вот идет. Церковь в Никольском. Да, тут икона Казанской Божьей Матери находится, которую, по-моему, в Антоновке обрели, как мне рассказали местные. Вот благодаря, соответственно, мосту, скорее всего, построилась такая церковь в данном селе. Молостова Александра Богдановна Молостова похоронена на камень могильный. Господне земля исполнения, вселенной всеживущей на ней, то и на морях основал на ней. Действительно, тоже, говорю, духовное такое место. Зашел, посмотрел, помолился, можно сказать, иконе Казанской Божьей Матери. Не стал прикладываться, мне надо этому учиться. Я пока не созрел, но все же, как бы зашел, светило солнце, вышел, солнца нет. Как раз то, что надо сейчас, погодка для кручения. Вот такие дела. Выращивал именно, начал барин выращивать. Бластвов. Здесь был барин. Не только здесь на земле были, по всему району, Тетюшский район. Вот так-то это памятник, оказывается, лошади породы орловской, которую здесь Молостовы выращивали. В общем, кто будет ехать в Булгары, заезжайте в Никольское, зайдите в церковь, посмотрите местные места. Я уверен, что я не все здесь увидел. Вот тут кони вороные орловской породы на выезде. Один белый пегий, другой черный. Куда едете? Как вас зовут? Сергей. Сергей. Вот встретил, можно сказать, тоже велопутешественника из Булгара, едет на туринге. Добрался на метеоре, да, сегодня? Да, это гравийник. Гравейник, да, я его турингом называю, потому что... И какие планы, до скольки добраться хотите? В идеале в 10 часов вечера приехать. Реально, наверное, 12 ночи
А чё, какая средняя скорость идет? Сейчас 21. Это нормально. Блин, ну красавчик, поддерживай, прям А молодец. Да, вот такой он Татарстан, ребята, разнообразный. Конечно, я еще не все проехал, но мне все очень понравилось. Я говорю, день сегодня замечательный. Да, действительно, еду под Богом. И вот мне все благоволят, люди деньги отправляют, донатят. Потом вон в Булгарах нашли мне место, где можно помыться, поесть. Там щей, борщей, чаю попить. Ну это неплохо. Сверните с кольца. Ух, тут сосны кругом, лес сосновый. С той стороны прям полностью он идет. Так круто. Я вживую в Булгар не заезжал никогда. Да, тут вот по въезде Исламской академии, белая мечеть. Я думал, что это за здание, не круга ближе. Бабушка так шла, остановилась, посмотрел. Здравствуйте, здравствуйте. Вот. Спасибо вам большое. Поеду дальше изучать по вашим советам Булгар. Ну, На Мочалище, Великий да. Булгар. Вот какие люди-то. Все везде приветливые. Вот Елену встретил, бывшая солдатова, новая студентка, группа 4321. 18-й, да, где-то год выпуска? Год. Еду тоже, Валерий Юрьевич, ну все понятно, у меня где-то мысль в голове была. Здесь живет моя бывшая студентка Солдатова, вот тебе и на. Круто! Вот это Булгар, вот это мысли материальные. Все сбывается, что загадываю. Красивое место, какой-то аналог Каракуля есть. Вот так вот как-то весело тут. Да, тут зона для купания, для рыбалки. Есть просто зона для того, чтобы посидеть, отдохнуть. Центральная часть начинается. Владимир Ильич. Как к родному к нему всегда приезжаю. Салам, Ленин. Вы прибыли в пункт назначения. Вот. Остался. Годы жизни тоже указали. Не везде так делают. Около километра сейчас до точки. Как раз проеду по Булгару. Вот. На обратном пути в магазин заеду. Возьму лимонада и в Полянке. О, баня есть. Слушайте, ну тоже так уютно, в принципе, как и в Аксубаево. Ничего плохого сказать не могу про Булгар. Ну, вот вроде открытая территория. Можно заехать. Да, вот он, Булгарский историко-культурный музей, заповедник. Можно кружок сделать. Музей, пункт питания есть. В общем, все дела. Ага, народ. Не пешком, никак, а только на специальном трейлере. Счастье-то какое, а? Да, вот здесь какие-то древние уже артефакты, места, какие-то площадки, место, видимо, город Болгар, историческая болгарская цивилизация, музей, кафе Зулейха тоже. Здесь находится музей Корана, в этом замечательном здании. Коран, по-моему, чем-то известен, он, по-моему, самый большой в мире, что ли. Ну, то ли один из самых больших. Огромная книга, там я был внутри. Вот так вот гоняют тут на катерах. Облюбовали все это место.
арабская письменность, вижу разные виды письменности. В основном тюркская, вот, видимо, разных эпох. Когда было сотворено вверху голубое небо, понятно, про тенгрианство. Здесь на арабской вязи мили монарх. Национальные мелодии. Вчера послушал я, как кто-то пел по-нашему. Здравствуйте, на велосипеде можно прокатиться? Да, на велосипеде можно. Так, северный мавзолей, монастырский погреб 18 века, а мавзолей 14 века. То есть здесь монастырский погреб был. И, насколько я помню, да, вот здесь древние могилы, надгробия, которые остались с булгарских времен, их все сюда свезли, снесли. Место с отличной акустикой. Царские палаты, или как они могли выглядеть. Вот он, минарет. Ага. Большой минарет, вход 100 рублей. Да, что-то дороговато. А вот остатки строения из камня, как это выглядит, стена гладкая. Современные уже, видите, добавляли все. Восстановили все, реконструировали, и уже выглядит отлично, конечно, до сих пор. Вот так колонны стояли. На них какой-то потолок уж был. Вот одну старую оставили колонну, вытесанную. Поеду к малому минарету, как раз прокачусь круг и на выезд. С того периода, когда я здесь был, территорию под облагородили, посадку сделали, ограду. Раньше такого, по-моему, не было. Ну, малый минарет, он как стоял, так и стоит. Люди на него забираются, там наверху очень узко. Вот. Вон там вот ханская усыпальница старинная, тоже 14-го, по-моему, столетия. Мой велик. Красавец просто тут стоит. Вот она, белая мышет. Восточные сказки, то есть, да, Адж-Махал, как сказали. Снова кольцо. Сейчас в кафе быстренько остановлюсь. Решил уже чай треугольник набрать чаю, может быть лимонад взять. И что-то из выпечки еще с собой, если недорого будет. Трехозерское сельское поселение, да, вон 3 озера, поселок, я его сейчас объеду. Вот уже указатель на полянке. Машкара какая-то прям в лицо летит. Это создает дискомфорт определенный. 29-го дня, смотрите, какой он красный. До цели мне немного так-то. Сейчас небольшой подъем, потом спуск будет прям к Волге. Волга, 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 мать. Ах, как красиво тут гулять. Как-то я не с центрального входа заехал. Ну, навигатор, как всегда, заводит кушку. Авокадо. Сейчас заеду в авокадо. Надо взять лимонада. Ну, тут старинные дома уже не один вижу. Детки играются, ребят. Ну какое сегодня обычное вообще разбросанное так. Блин, что за жизнь такая тут, а? Что за дикие собаки, а?
Да, красота тут, конечно, райская. Вот такой вот закат сегодня розовый. Ну и комаров много, их слышно прям жу-жу-жу. Такая сегодня, ну. В общем, поеду дальше. Найду еще место. What?